Таджики неустанно требуют разрешения этой ситуации. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что возмутило многих людей. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. В агентстве гражданской авиации заверяли, что они борются с необоснованным подорожанием, но в результате этой борьбы цены на авиабилеты в Россию только продолжают расти. Согласно информации, в душанбинских авиакассах средняя стоимость перелета в разные города России из аэропортов Таджикистана до наступления Нового года составлял 2500 сомани, то есть $220, а сегодня более 8000 сомани, это $707. Например, цена на рейс Душанбе-Москва на 13 марта авиакомпании Самон Air составляет 8341 сомани. В общем, билеты на запланированные рейсы этой авиакомпании до конца марта обойдутся пассажирам не менее чем в 7500 сомани, сказали в одной из авиакасс. А вот цены на билеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» немного снизились. По словам кассира, билет на рейс Душанбе-Москва, который 12 марта будет выполнять эта компания, стоит 4427 сомани. После предыдущего подорожания авиабилетов авиационные власти республики отправили официальные письма к гендиректорам авиакомпаний с требованием немедленно снизить цены и объяснить необоснованное завышение стоимости билетов. Спустя месяц ситуация никак не изменилась. 17 февраля агентство гражданской авиации повторно отправило письма авиакомпаниям с требованием согласовать тарифы. Оно предупредило, что отныне утверждение всех запрашиваемых рейсов на летний сезон 2022 года будет рассмотрено только после предоставления установленных тарифов по запрашиваемым маршрутам. Агентство после проведенного тогда анализа рынка установила авиакомпаниям верхнюю планку в $500 в обе стороны, которую требовало не перелетать. Но, как мы видим, ничего не изменилось. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Исходя из соглашения между Таджикистаном и Россией о воздушном сообщении, последнее слово в ценообразовании должно оставаться за авиационными властями республики. Найдя текст соглашения, корреспонденты обратились к руководителю юридической компании «Химоя» Наврузу Одинаеву для разъяснения статьи 6 данного соглашения. В ней как раз говорится о тарифах. Тарифы воздушных перевозок между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией регулируются согласно статье 6 соглашения между правительствами двух стран о воздушном сообщении, подписанным 12 сентября 1997 года в Москве и утвержденным постановлением правительства Таджикистана от 20 февраля 2001 года, номер 91. Согласно части 2 статьи тарифы, указанные в пункте номер 1 настоящей статьи, а также размер агентских комиссионных с этих тарифов должны по возможности согласовываться между назначенными авиапредприятиями обеих договаривающихся сторон после консультации с другими авиапредприятиями, эксплуатирующими весь установленный маршрут или его часть. Согласование будет по возможности осуществляться в соответствии с обычной практикой в международном воздушном сообщении. Часть 3 данной статьи говорит, согласованные таким образом тарифы будут представлены на утверждение авиационным властям обеих договаривающихся сторон. Таким образом, тарифы устанавливает авиаперевозчик согласованием с авиаперевозчиком другой стороны и с обязательным утверждением тарифов авиационными властями обеих сторон, разъяснил Одинаев. По его словам, в случае возникновения споров и невозможности решить эти споры путем переговоров, то согласно части 2 статьи 18 данного соглашения, если упомянутые власти не придут к согласию, спор будет разрешаться между договаривающими сторонами по дипломатическим каналам. Юрист отметил, что согласно части 6 ни один тариф не должен вступить в силу, если его не утвердят в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи авиационные власти каждой договаривающейся стороны. Авиаспециалист, проработавший более 10 лет на руководящих должностях в авиационной сфере республики, сказал, что причины подорожания авиабилетов искать не нужно, ее просто нет. Это ничем невозможно оправдать, кроме как сказать, что они просто зарабатывают деньги. Если они захотят, то сразу могут снизить цены. Цена на авиабилеты $350-400 позволяет получать прибыль в 20-30%. В настоящее же время они получают прибыль более чем в 50%, говорит специалист. При этом авиакомпания Самон Air имеет льготы во всех аэропортах Таджикистана. Можно сказать, что у нее на 85% услуг есть льготы, подчеркнул специалист. И тем самым он говорит, что никаких особых причин на повышение тарифов нет. Просто они сдирают с нас деньги. Как вы относитесь к такому мнению? Согласны ли вы с ним? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.